мошенники действовали таким образом, что, предыстория, почему они решили вообще этим заниматься. Как рассказал нам организатор группы, к этому его сподвигла информация, которую он получил из интернета. То есть источника, где мы получаем как много полезной информации, так и, к сожалению, негативной. То есть научившись, посмотрев, узнав о подобных действующих мошеннических схемах, он решил ее реализовать и у нас. Что же они делали? Они подавали объявления, пользуясь средствами мобильной связи, которые не всегда в условиях исправительных учреждений могут выявляться и изыматься. У них, к сожалению, ситуация такова, что могут поступать в распоряжение лиц, отбывающих наказание, эти устройства. Значит, они с помощью них подавали объявления на сайты общедоступные рынка недвижимости, где опубликовывали фотографии якобы сдаваемого в аренду жилья, которые также брали из интернета, то есть брали фотографии с хорошим ремонтом, с хорошей обстановкой, и выдавая это за свое жилье. Соответственно, также делали акцент на более низкую стоимость этого жилья, на что и обращали внимание граждане. Соответственно, уже лицо, желавшее взять в аренду, звонило, и в ходе разговора мошенник, при этом отдать должное ему, как отдать должное, этот человек именно чем брал? Тем, что он умел хорошо разговаривать, умел вести диалог. То есть хороший психолог. Очень хороший психолог. Это они просчитывали. Убеждать людей, да? Именно убеждать. И, как правило, представляются мошенники в данном случае работниками профессий, которым наши граждане признанно доверяют. Это работники медицинских учреждений и сотрудниками полиции. И ссылаясь, то есть желая сдать в аренду, длительное время осуществляет разговоры, даже, может быть, в течение дня, убеждая в желании большом сдать эту квартиру, и назначали встречу гражданам. Но на встречу, конечно же, приходил не он сам, а в некоторых случаях приходили посредники, которые не были осведомлены на определенном этапе деятельности этой группы в том, что совершается преступление. Просто они также через своих знакомых находили людей, которых просили оказать помощь в передаче ключей от квартиры, не ставил их в известность. Приходил гражданин, передавал квартиры, получал от граждан, желающих снять эту квартиру, деньги, которые там другими уже путями поступали в распоряжение преступников. Но самое, что здесь удивляет, граждане отдавали деньги, даже не осмотрев то жилье, которое они пытаются арендовать. То есть настолько он мог их убедить и расположить к себе, что, безусловно, доверяя, они передавали ему денежные средства. И на что он еще делал акцент, чтобы убедить в том, что он добропорядочный гражданин, он требовал от них, как гарантия того, что они его обманут, они его, то есть, не обманут, а будут хорошо, наверное, передавать себя вести. им свой паспорт. И, соответственно, отдавая деньги, граждане еще и документы свои отдавали. В итоге оказывались обманутыми. И на уже более поздних этапах они подключили лицо, которому имели большее доверие, который осознанно вступил в состав группы и, представляя сотрудникам полиции, имея поддельное удостоверение, тоже вводил их в заблуждение, и получал у них денежные средства. Но он уже выступал как лицо, которое якобы до этого с ними разговаривало по телефону, он же приходил как будто на встречу и получал денежные средства. Во втором случае, второй пример, это дело расследовано было у нас городским подразделением Следственного управления. Здесь, в первом случае, кстати, наибольшее количество преступлений было совершено, ими 15, во втором случае успели совершить только 4 преступления, но здесь немножечко другим способом действовали. Вот тот случай, где арендовали на квартиру мошенники на 1-2 дня у граждан
и после этого подавали объявление о сдаче этой квартиры в аренду на длительный срок. Соответственно, когда приходили лица, желающие взять квартиру в аренду, они находились в этой квартире, представляясь собственниками, Хозяевами квартиры. демонстрируя им договор социального найма, поддельный бланк, заполненный рукописным способом, даже не имевший печати. При этом граждане на это никто не обращал внимания. Демонстрировали паспорт одного из владельцев, который совершенно ему не принадлежал, а был зарегистрирован, то есть принадлежал другому человеку, просто схожей фотографии. Все, и получали денежные средства. Человек, будучи удовлетворенным условиями, оставался в квартире, но на завтра приходил настоящий собственник, и возникал казус.